Главный пункт повестки заседания – отчет итогов работы регионального министерства экономического развития. Его представил руководитель ведомства Ася Кациева. 2020 был сложным для экономики республики. В основном причиной тому были ограничительные меры из-за пандемии. Так ожидается снижение темпов роста экономики почти на 4%. Объем выполненных строительных работ увеличился на 12,3% в сопоставимых ценах и составил 18,6 миллиардов рублей. Индекс сельскохозяйственного производства за отчетный год сложился в размере 101%, практически достигнув прогнозных значений на 2020 год. Объем сельхозпроизводства составил 11,4 миллиарда рублей. Индекс промышленного производства за январь-декабрь 2020 года снизился на 1,7%, по Российской Федерации на 2,9%. Объем промышленного производства составил 6,8 миллиардов рублей. Среднедушевые денежные доходы составили 15 830 рублей или 102% к аналогичному периоду прошлого года. Среднемесячная номинальная заработная плата по республике в январе-ноябре 2020 года составила 29 549 рублей или 108,3%. По Российской Федерации мы занимаем 13 место, по СКФО 4 место. Рост данного показателя вызван в основном увеличением выплат медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь в диагностике и лечении COVID-19, выплат ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за классное руководство, а также ростом минимального размера оплаты труда на 7,5% с 1 января 2020 года. Важным показателем экономического развития любого региона является наличие субъектов малого предпринимательства. Сегодня в стране около 70% предприятий являются представителями именно этой категории. В Ингушетии их более 4000. Поддержка малого предпринимательства в приоритете у властей республики. В Ингушетии это 4,3 тысячи субъектов МСП, которые обеспечивают работой 5700 человек. Численность занятых у субъектов МСП увеличилась с начала 2020 года на 16,3%, что говорит о результативности мер, принятых в целях сохранения штатной численности предприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции. Объем налоговых поступлений, уплаченных субъектами МСП в 2020 году, составил 968,8 миллионов рублей, или 122,3% к уровню 2019 года. В 2019 году эта цифра составляла 792,3 миллиона рублей. Также внимание в 2020-м уделялось и реанимации простаивающих предприятий. Благодаря этой работе удалось создать около 120 рабочих мест. И это не предел. Инвесторам обувное производство запущено. Часть персонала компании в количестве 55 человек уже набрана и обучена. Произведена первая партия обуви в количестве 10 тысяч пар. При выходе на полную проектную мощность планируется создание 250 рабочих мест. Другим инвесторам общество с ограниченной ответственностью 4 БРА по договору купли-продажи госимущества приобретено имущество швейной фабрики производственной мощностью 120 тысяч изделий в месяц. Ведется работа по пусконаладке, оборудованию фабрики, обучению набранного персонала специалистами из Турции в количестве 65 человек. Набор персонала продолжается. При выходе на полную проектную мощность планируется создание 1500 рабочих мест. Ася Кациева также сообщила, что в 2020 году на территории республики действовали 23 госпрограммы, в рамках которых реализовывалось 116 подпрограмм, которые затрагивают все сферы жизни региона. На заседании не ограничились просто отчетом о проделанной работе. Уже после доклада пошли вопросы из зала. В частности, говорили о строительстве технопарка в Насыркорте. Вырыт большой котлован. Планировалось построить технопарк. Площадка была мощной, более 450 миллионов инвестиций. Люди уже вложили 100 миллионов. Федеральный центр выделил 100 миллионов, в 2020 году не освоили, ушли. Вот у меня вопрос. Если мы выиграли этот конкурс, если там частные инвестиции, почему мы не добили его? Был такой конкурс, у нас была такая тема, но была проведена проверка. По поручению правительства вообще данной темы проводилась проверка, и было обнаружено, что там контрольное управление главы проводило эту проверку, и обнаружилось там нарушение закона.
в соответствии с которым перечислить финансирование было неправильно. Это было нарушение закона. Далее 6 месяцев было предоставлено срок предпринимателю исправить эту ситуацию. С предпринимателем проводились ежемесячно, даже в месяц несколько раз совещания. Председатель правительства лично проводил совещания с ним и с администрацией города, которые предоставили им неправильно этот акт по земельному участку. Соответственно, в течение 6-8 месяцев эта ошибка не была исправлена. Таким образом, не представилась возможность. На заседании также говорили об итогах работы отделения Пенсионного фонда республики за 2020 год. Так, на сегодняшний день в Ингушетии около 115 тысяч пенсионеров, более 82 тысяч человек получают ежемесячные денежные выплаты. Также Пенсионный фонд выдает сертификаты на мат-капитал. Отделению выдано государственных сертификатов на материнский семейный капитал 47 260 штук. В том числе в прошлом году 3747. Распорядились средствами на 1 января этого года материнским капиталом распорядились 42 523 семьи в республике. Кроме того, данные средства направляются на расходы, связанные с образованием детей. Таких граждан у нас обратилось 108 семей. С 15 апреля прошлого года сертификаты на МСК оформляются нашим отделением в проактивном режиме, то есть без обращения гражданина. После доклада о работе Пенсионного фонда не обошлось без дискуссий. Депутаты уточняли размеры минимальной пенсии в республике, условия получения материнского капитала, а также попросили проводить разъяснительные беседы с потенциальными пенсионерами. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.